Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В эти дни школьники и педагоги готовятся ко Дню знаний. Сколько новых школ распахнут свои двери в Якутске, как изменится учебный процесс. Об этом и не только расскажет гостья студии Мария Петрова, начальник управления образования городского округа город Якутск. Мария Петровна, здравствуйте. Добрый день. Какие изменения ждут нас в грядущем учебном году? Каждый год, конечно, неповторим и приносит что-то новое. В этом году мы учимся по новым стандартам образования и переходим постепенно до 2027 года на новые учебники. Причем эти учебники единые по всей стране, и не будет уже такого большого разброса программ, когда родители затруднялись, особенно при переводе ребенка из одной школы в другую, по особенностям этих программ. И важно то, что у нас воспитательная составляющая усиливается, и трудовое воспитание тоже тому пример. Получается, что школьники, например, возьмем за основу предмет русского языка, находясь в Якутске и в Москве, в одно и то же время будут проходить одну и ту же тему, например, имя существительное. Да, по сути, так и получается, и это удобно не только в плане взаимодействия и перевода из учреждения в учреждение, но и, конечно, для того, чтобы измерять качество образования по, скажем, с одной мерке, а не с 10 разными вариантами. Это как-то касается золотого стандарта обучения? Вот есть какая-то планка, ниже которой никак опускаться нельзя? Да, вот правильно подметили. Самое главное – обеспечить вот этот базовый стандарт. И надо сказать, что в нашей стране этот базовый стандарт достаточно высокий. С этого года ведут также трудовое воспитание, уроки начальной военной подготовки и дополнительные занятия в школах. Например, театральные кружки, спортивные клубы. Готовы ли школы Якутска к таким изменениям? Что касается начальной военной подготовки, на самом деле вот раздел «Защита Родины», в который входит также и основа медицинских знаний, и начальная военная подготовка, будут вводиться со следующего учебного года, в 2024 году. Наша задача и школ всей страны – это подготовиться к полноценному, качественному ведению этих модулей. То есть важно, чтобы кабинеты по ОБЖ были оснащены соответствующим образом, чтобы учителя тоже прошли эту подготовку. Ведь это учителя, как правило, физкультуры. И в последнее время есть такая тенденция, что, конечно, далеко не все учителя физкультуры, например, проходили службу в армии. Поэтому им необходимо повышение квалификации по данным аспектам. А каким образом будет проходить это повышение квалификации? Это организовывается и на федеральном, и на региональном уровне. Мы у себя на муниципальном уровне еще в мае месяце тоже организовали первый такой курс, в том числе обучение беспилотникам. Ну и дальше, я думаю, мы будем эту тему развивать, потому что действительно надо больше практикоориентированности, чтобы дети не просто читали в учебниках и только теоретически о чем-то имели представление. А сейчас в целом общая устремленность федерального образовательного стандарта по всем предметам – это практикоориентированность. И как раз-таки государственная итоговая аттестация, она нацелена тоже именно на это. То есть задания даются не как, может быть, это было в нашем детстве, а именно для того, чтобы в каких-то таких практических, обыденных даже ситуациях человек мог применить свои знания. Ну, скажем так, те же проценты, например, вычисление процентов, там, выгодность кредита и так далее. Вот сейчас мы видим мошеннические схемы и как у нас люди ведутся. И это отчасти еще и потому, что вот действительно, возможно, все умеют считать, но определять, правильно это, неправильно, ценность и так далее, видимо, вот не у всех людей это хорошо закреплено. И у нынешних наших юных поколений, я думаю, иммунитет в дальнейшем во взрослой жизни будет. Скажите, а вот относительно школьных театров и спортивных секций, в каком виде это будет представлено? У нас сейчас 48 школьных клубов, 27 школьных театров, но мы ставим задачу, чтобы в каждой школе были и клубы, и театры. Ну, что касается клубов, конечно, здесь немножко затруднительно, потому что у нас в 2 смены дети учатся, но тем не менее
Учителя умудряются это организовывать, и мы горды тем, что в этом году на республиканской спартакиаде, которая была инициирована впервые главой республики Асином Сергеевичем Николаевым, юные якутяне, город Якутск занял первое место среди всех спортивных команд муниципалитетов нашей республики. То есть спортивный потенциал наших детей очень высокий, что подтверждает и деятельность школьных спортивных клубов. Что касается театров, то здесь нет речи о том, чтобы ставили полномасштабные постановки, как это делают, допустим, наши государственные театры. Речь идет о театрализации образования, о той же геймификации, чтобы дети и на уроках, и после уроков могли ставить какие-то сценки, которые делают их ближе к театру, к произведениям классической литературы и так далее. Ну и к тому же это очень хороший психотерапевтический эффект. Дети раскрепощаются. Тем более сейчас мы видим, особенно у подростков, проблему именно очной коммуникации. Все сидят в компьютерах, в гаджетах. Зачастую детям проще пообщаться онлайн, нежели вот подойти к кому-то и сказать «привет, давай познакомимся». И театры школьные как раз могут снять и эту проблему. Поэтому тема школьных театров будет развиваться. И мы рады тому, что в этом году Дворец детского творчества ставит полноценный детский спектакль силами детей по мотивам якутского эпоса «Аланхо», в котором дети сами будут играть роли и второстепенные, и главные. И они выиграли грант Российского фонда культурных инициатив для реализации этой постановки. И уже к концу первой четверти мы сможем все попасть на просмотр этого спектакля. И есть такая, то есть до ковида она была, эта традиция, сейчас мы ее восстанавливаем, чтобы театры, то есть не театры, а наши школы ставили такие спектакли, которые можно показать на сцене Дворца детского творчества. Потому что эта сцена, она достаточно такая, как настоящая, по сути, и для детей, которые особенно приезжают, например, не из центральных школ, которые очень редко бывают, возможно, и в центре города, для них впечатление, что они попали на настоящую сцену настоящего театра. И это незабываемое впечатление, которое в дальнейшем, я думаю, становится импульсом для того, чтобы развивать себя, стремиться к самораскрытию, самопознанию. Поэтому чем больше таких разных вариантов для детей будет, или попробовать себя в спорте, в театре, в научно-техническом творчестве в нашем городе, и для этого условия все есть на самом деле, тем больше раскроются наши дети и будут счастливы. Ну, это самое главное, чтобы образовательный процесс приносил радость познания. Но вот, как и в прошлом году, в этом году летом в школах города Якутска ввелся капитальный ремонт. В каких образовательных учреждениях он завершен? Какие школы распахнут двери в обновленном виде? Город Якутск произвел наибольшее, скажем, количество капитального ремонта по республике. 13 школ у нас ушли на капитальный ремонт, 14 зданий, 38-я школа имеет 2 здания. Этот ремонт завершен. Сейчас уже, по сути, генеральные уборки уже завершаются. Учебники все расставлены, парты стоят. И осталось только дождаться 1 сентября, чтобы принять детей в обновленные школы. И вот вчера как раз на августовском совещании директор 13-й школы показала всем ролик, какая была школа, какая стала. И мы для себя тоже посмеялись, что для наших школ, по сути, состоялся модный приговор, когда они из обветшавшей старой одежды воплотились в такие практически новые здания. Конечно, особый упор шел именно на обновление инженерных коммуникаций, для того, чтобы детям было тепло, безопасно. И немаловажную роль, конечно, играл и дизайн. Поэтому каждая школа на свой вкус и цвет воплощала эти идеи. Поэтому все школы отличаются цветовой гаммой, подбором мебели, оснащения и того, что здесь будет в этой обновленной школе. Но единое здесь у нас требование федеральное – это то, чтобы обязательно в этих школах создавались детские коворкинги, где дети могут собираться, организовывать проектную работу, коммуницировать между собой и так далее.
Вот вы отметили как раз о мебели, о материально-технической базе. Все ли школы сейчас укомплектованы полностью? Да, все школы обновили и учебную мебель, и мультимедийное оборудование для учебы на общую сумму 153 миллиона рублей по 13 школам. Конечно, это очень радует, вдохновляет. Поэтому я думаю, что дети, родители почувствуют на себе эти положительные изменения. В Якутске также строится довольно-таки большое количество пристроев к учебным заведениям. Сколько в этом году новых или дополнительных зданий будет введено? У нас в начале третьей четверти, то есть в начале этого календарного года, были открыты и уже действуют пристрои к 5-й школе и к 12-й школе. Причем в 12-й школе этот пристрой больше, чем основное здание. И сейчас ведется строительство пристроев к 26-й, 29-й школе и к Хатасской школе. И эти же школы также сейчас реализовали программу капитального ремонта. Но введение ожидается зимой. В начале третьей четверти мы будем тоже радоваться открытию этих пристроев. И также вот в Хатасской школе пристроев гораздо больше, чем основное здание. Пожалуй, обновление школ, вот эти все пристрои, это как-то благоприятно сказывается на самих учениках, потому что им же в удовольствие ходить в новую школу, которая приносит столько положительных эмоций. Скажите, а есть ли какие-то льготы или меры поддержки, которые оказываются детям школьного, дошкольного возрастов, дети, чьи родители или члены семьи являются участниками СВО? Прошлый учебный год действительно эти меры поддержки были налажены. И, например, детям, что в детских садах, так и в школах, предоставляется бесплатное питание. Кроме этого, этим летом мы организовали бесплатные путевки в наших местных лагерях, как дневного пребывания, так и загородных. И школьные транспортные карты у нас тоже действуют. И возможность записаться на бесплатные кружки. Кроме этого, вот есть сейчас переселение в город Якутск. То есть приходят родители без прописки, например, в городе, но из-за того, что вот отец уехал на СВО, мать с детьми перебирается в город. И этих детей мы тоже принимаем без очереди, как в детские сады, так и в школы города. Поэтому эти меры, конечно, будут обязательно продолжены в этом учебном году. И мы видим, что психологическая поддержка, такая моральная поддержка, они тоже очень нужны. И хочу отметить также, что наши школы и детские сады сами тоже по своей воле сдавали деньги и в фонд поддержки. Поэтому благотворительные ярмарки проводили. Прошлый учебный год, я думаю, наши бойцы тоже почувствовали это внимание и поддержку. Поэтому, конечно, вот есть такое народное единение, как среди педагогических коллективов, так и среди самих детей. Благодарю вас, Мария Петровна, за беседу. Остается только дождаться 1 сентября, и некоторые дети услышат для себя в жизни первый звонок. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.